Проблема, о которой нельзя молчать, но не принято говорить в обществе. На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения, 38 миллионов людей во всем мире живут с подтвержденным диагнозом СПИД-ВИЧ. Из них около 36 миллионов – взрослые и более 1,5 миллиона дети до 14 лет. В России заболевших 1 400 000. Количество новых случаев по сравнению с прошлым годом у нас меньше. Объясняется это тем, что мы живем сейчас во время пандемии COVID-19, и этот вирус диктует нам свои условия. Соответственно, из-за перепрофилирования основных медицинских организаций в ковидные госпиталя доставка крови несколько меньше, чем было до ковидного периода. На сегодняшний день выявлено 29 новых случаев. Это на 28 случаев меньше, чем было выявлено за аналогичный год. То есть в 2019 году за 50 у нас было новых случаев. СПИДом называют последнюю стадию инфицирования ВИЧ. Вирус передается через кровь, контактным путем и с молоком матери. Объятия и рукопожатия абсолютно безопасны для здорового человека. Гораздо страшнее, говорят врачи, не знать свой статус. Самостоятельно распознать ВИЧ невозможно. Это может подтвердить только анализ крови. До тех пор, пока ВИЧ начнет себя проявлять, проходит много лет. Поэтому человек, когда не идет целенаправленно в какой-либо медицинский центр или медицинскую организацию с целью выявления или сдачи крови на ВИЧ, он не знает. Он может пойти получить некую помощь медицинскую, не обследоваться на ВИЧ и тем самым быть носителем, переносчиком и, не осознавая о том, что он является потенциально опасным, вступать в брак и прочее, и прочее. Вот поэтому вот этот вирус благополучно распространяется у нас на территории нашей республики. 1 декабря – это не праздник работников антиспид-центров и других профильных ведомств. Это дата напоминания всем людям, вне зависимости от пола, возраста, национальности и религии, что никто не застрахован от СПИДа. Врачи считают, что остановить глобальное распространение этого заболевания может только пропаганда семейных ценностей и информирование населения о способах профилактики. В день борьбы со СПИДом традиционно проходят различные акции, мероприятия, лекции, правда, с учетом эпидобстановки в онлайн-режиме. У антиспид-движения есть и свой символ. Международным символом борьбы со СПИДом является красная ленточка – кусок шелковой ленты, сложенный особым образом. Эту эмблему создал в апреле 1991 года американский художник Франк Мур, который умер от СПИДа в возрасте 48 лет. Надевая красную ленточку, вы присоединяетесь к движению и напоминаете окружающим, что нельзя игнорировать обследование на СПИД и ВИЧ. И хотя сегодня не существует ни вакцины, которая могла бы защитить от ВИЧ-инфекции, ни лекарств, способных окончательно вывести его из организма, есть препараты, благодаря которым инфицированные люди могут жить полноценной жизнью и даже родить здоровых детей. Самое главное – это не игнорировать проблему. В Ингушетии тест на вирус можно сдать бесплатно и при желании анонимно в Центре профилактики борьбы со СПИДом. Больные также проходят лечение и реабилитацию в этом же центре. Альмина Бокова, Магомед Дидигов, Новости 24.